Борис Утижев написал еще в прошлом веке пьесу «Хапашипха», «Экстрасенсия», как я перевел на русский язык это название. Я прочитал пьесу и увидел в ней музыкальную комедию, пропустив через себя, скажем так, увидев на сцене у себя в голове, придал ему жанр мюзикла, который должен прозвучать на сцене Кабардинского театра. حاجة ما ترميش غشة ونروانا ميس كيف قيش كشاشة يوشرج قوة غجي يوجج كيف قيش كشاشة يوشرج قوة غجي يوجج وسخ وسخ وحيرة وليلة وسخ وسخ وحيرة وليلة وسخ وسخ وحيرة وليلة وسخ وسخ وحيرة وليلة. Я обратился к композитору Аслану Мамиеву, который с большим удовольствием согласился работать со мной. И за очень короткий период времени, за 1 месяц, за 1,5 максимум, написал 24 музыкальных трека. И эти 24 музыкальных трека, естественно, превратили этот спектакль в мюзикл. Я обратился к Асланбеку Битокову. Асланбек согласился тоже работать с нами. Получился некий такой продукт, который музыкально-хореографическо-молодежно-комедийный фарс. Мы должны были сделать что-то очень симпатичное и хорошее. Надеюсь, что зрители оценят. Мне очень помогла музыка. Очень. Особенно первая песня. То есть я уже, когда я услышала первую песню, которую я пою, должна петь, я поняла уже, в каком ключе мне надо работать. Спой. Нет, это лучше я там с музыкой в фильме хотела сказать, в спектакле. Впервые я никогда не пела, я всегда боялась петь, скажем так, но с Анзором впервые это у меня получилось. Первый раз я с молодежью нашей работаю с огромным удовольствием. И вообще у нас очень дружная была бригада, будем говорить так. Да, это комедия. Она, как не парадоксально, оказалась супер актуальной на сегодняшний день. Эта роль станет одной из моих любимых ролей, это 100%. Она несет тот характер, который сейчас, в наше время, многие девушки потеряли именно вот в наше время тот характер, который несет наша Мадина в данном спектакле. Очень многие, сидя в зале,
узнают себя, узнают своих близких, узнают своих родственников. Ну, что касается моего образа, образ, конечно, всем в республике, скорее всего, известный. Общее. Алло, да, Тамара Борисовна? Нет, ни в коем случае. Я хочу, чтобы сегодня было все на сцене. И я хочу, чтобы все сегодня были. За полчаса до начала, до репетиции. Никаких опоздаю. Никаких не опоздаю. Все должны быть как штык. Спасибо. Так вот, спасибо, что вы со мной прожили этот период творческий моей жизни. 2,5 месяца работы, 2,5 месяца интенсивной, изнурительной, репетиционной работы. Просил Анзора делать вот так, сделать вот так. Ну, где-то он согласился, где-то не согласился. Анзору еще раз говорю, Анзор, если бы ты согласился 100% со мной, это был бы 200% спектакль. А так 100%. Пойдет 100%. Я думаю, что люди, которые придут, зрители, которые, дорогие наши зрители, которые придут на этот спектакль, что-то хорошее с собой унесет, что-то хорошее с собой возьмет. Именно поэтому мы работаем, именно поэтому... Да, Тамара Борисовна, да. Нет, я никого не отпускаю. Спасибо. Я прошу прощения. Так, на чем я остановился? Продолжаем дальше. Вот. Комедия, как один из самых сложных жанров, является, скажем так, как кто-то из великих тоже сказал, всякой комедии, как и всякой песни, свое время и своя пора. Я думаю, что пора настала. Настало время комедии Хапашипха, комедии «Экстрасенсия» в Кабардинском театре, в том составе, в котором вы увидите его на сцене у нас. Добро пожаловать, мои хорошие. Добро пожаловать, наши дорогие. Да, да! Буду я скоро уже, буду! Все!